В Стамбуле у нас вообще У них, смотри. есть один столик там. Или внутри, да, может? Нет, одно и то же кафе на две части разделено. Видишь, на той стороне тоже. Да, да, пойдем. И это, они одинаковые. Давай, погнали. Вы, надеюсь, голодные приехали? Ну, как сказать? Или вас везде кровь? Покушать мы всегда готовы. Ну, нормально здесь посадка. Здесь можем. Внутри... Давай внутри сядем, что? Да, Лейла? Или здесь? Давай на улице, вне. Вот здесь. Yana derken? Size oraya alın dedim. İçeride de yeri var. Yer var. Sizi buyurun ben yardım edeyim size. Да, я же хочу снять. А они не жарят здесь, Лейла. Так, чай 30. 260 лир порция. Порцион. Здесь они не жарят, нет. Значит, жарят там. Сако. Где они жарят? Честно, я люблю такую погоду. Я тоже люблю, но когда я дома подойду. Это правда. Hoş bulduk. Biz birer porsiyon alalım. Birer porsiyon. Evet. Kıymalı yapıyoruz orijinali mi? Efendim? Kıymalı. Evet. Klasik. Zaten beyaz peynir kaşar da var. Yok istemiyor klasik Tamam, olan. kıymalı. Классик, классик. Yarına ayran или что? Я Чай. ayran. Kahve Çay. var mı size? Kahve? Kahve Kahve var Türk mı? kahvesi var. Вы зачем кофе здесь пить? Давай Ayran чай. güzel. Чай туда. Потому что везде надо пить, Да, 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 все. употреблять его. На чем Чтобы они специализируются? специализируются. Да, 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 все правильно. Çay? Çay. İki çay, bir ayran. İki çay bir ayran. А кто держит это кафе? Я не знаю лично, кто это, но это из Кишиневский и Крымский. Это крымский татар, да? Ага, окей. Мы были на Бешикташе, да? Да, я смотрела ваш видео. Да. Ну, Но там такая очень маленькая чебуречка, прям малюсенькая. очень маленькая, да. И там нам повезло, что места были. Evet. Gece herhalde eve gitmiş. Hı. Kafeye baktım kafede yok eve gitmiş o yüzden o yoksa izin veremiyoruz yani. Aa, ama biz de Kırım'dayız. Burası da Kırım yemeği. Nasıl olacak bu iş? Ne Kırım'dan var geldik. izin veremiyoruz. Daha yetkiliden sonra kim var? Yetkili sadece müdürümüz bugün izinlidir. Kimse burada yok. Yetkilimiz de eve gidiyoruz. Çok yazık. Üzüldüm yani. Misafirler geldi yurt dışından. Burayı tanıtmak için şey yaptık. Ve ya, ücretsiz reklam yapacaklar size. Bunu da bir der misiniz size zahmet? Tamam. Bunu da söyleyin. Reklamı. Telefonla. Блогеры. Teşekkür ederim. Ага. Слушай, ты с Козырей зашла? Почему? Ну, это бесплатная реклама, да. Так оно и есть. У них полная посадка, ты знаешь, не сильно нуждается в этом. Сейчас я у этой женщины тоже спрошу, а это кто? Этот парень, кажется, слишком... Он что-то такое, видать, устал уже от этой жизни. Да. И вообще его не было. Сколько раз я здесь сидела. Мы когда скучаем по чебуреку, мне это нравится. Я дома готовлю, а чебуреки мне немножко жирно. Это Arkadaşlar çay istemişti, onu da hemen istiyorlar. Tamam, Hemen verin. по запаху они вкусные. Они реально вкусные. Ты знаешь, здесь там написано было одна порция, это 4 штуки порция. Teşekkürler. Да. Пока все нормально. Tadı da fena değil. А этот, там, где вы на Бешикташе ели, реально вам понравилось? Да. Честно, я не буду говорить, если мне не понравилось. Вкусные чебуреки. Класс.
знаешь, есть некоторые критерии, которых я придерживаюсь. Первый из них, это когда ты его складываешь, он не должен ломаться. Ну, то есть я так привык, люблю такие чебуреки. Потому что это не очевидно, его в многих местах ты складываешь, он пах-пах ломается. Это же от теста зависит. Тут у них правильное тесто. Ну, мы же про одно и то же говорим. Ажурное, тоненькое. Надо мне все-таки как-нибудь вас на этой чапе тоже сводить, на этих чебуречках. Там 3 штуки. И все они классные. Хорошо пожарен, вообще не масляный. Ну, мало масла, нормально. И не воняет, значит масло тоже меняют часто. Merhabalar. Yani neticesiz misiniz? Biz değiliz de ama çalışıyoruz biz burada. Bir şey mi istesin? Siz de Eskişehir'siniz değil mi? Arkadaşlar Kırım'dan geldi de yani Tatarçı böreğini burada da çekip oraya göstermek istiyorlar. Kaç kişiye sorduk yok diyorlar. Öyle bir şey yok burada. Çekme izni yok herhalde. Ну, понятное дело. Yasa burada bir şey yapmıyor. Siz bilirsiniz. Ücretsiz reklam olacaktı. Oradan gelenler buraya koştur koştur gelirlerdi. Да, хороший чебурек. Мне Кого-то мама понравилось. делает домашний. Мне только не нравится форма, как они делают. Не нравится? Мне нравится. Ну, вот здесь горк небольшой. То есть у нас вот такие они. Да, более полумесяца. Да. Я не знаю, почему так делают. Вот там, вот там, где мы кушали на Бакирке, там, на Бешикташе, там они вот ровно как домашние. Вот там по одному, да, мы все, мы 2 заказали, нам 2 принесли, по 2. Вот. А здесь, видишь, порция. Но они все используют этот хамрачно аппаратуна. Да. И я так понимаю, что оно удлиненно делает, как бы овалом таким. И, соответственно, когда они закрываются, оно получается вот такое, неровно круглое. Можно же срезать. А это же лишние как расход. Обратно, да? Нет. Это уже такое, уже так тонко не раскатать. Да. Раскатают. Не, а во второй, третий раз, когда отправляешь это отрезанное тесто, оно и смешиваешь с тем, оно твердеет. Да. Чем больше раз делаешь, тем сильнее твердеет. У нас кранки, поэтому жарили один. Да. А еще потому что опять на входе оказывается. Оларында bunu на входе геле оказывается, чтобы им тоже было что У нас дед, вот мамин отец, он всегда говорил, первые пожаренные отдавали собаке. Типа он все там переел, вот эта вся история. Слушай, вообще классный чебурек, реально вкусный. Очень вкусные чебуреки. Но я, честно говоря, по запаху сразу понял, что они хорошие. Вот я не знаю, как это работает. Ты уже спец, короче. Вы оба, короче, Нет, уже и кофе, смотри, и смотри. чебуреки по запаху, по Смотри. виду определяете. Все крымские татары спецы по чебурекам. В этом я уверен. Не согласна. Ялыбойские не настолько спецы, как бахчисарайские и чольбет-лилер. Это я говорю как Но я не чольбет, я наполовину извиняюсь. ялыбойская. У меня мама не любила их ни делать, ни есть. У нас постоянно актуально было этот янтахи. А бабам бахчисарайский, он всегда тосковал по чебурекам. И если вдруг наставал такой день, когда мама делала чебуреки, он прям... Вау. Сделал что-то хорошее, Да. да? Надо его похвалить. Ну, вообще, вот мне нравится то, что форма небольшая, размер. Потому что сейчас делают в кафешках вот такие лопаты, и почему-то всех это прикалывает. Это, кстати, в Крыму очень давно уже началась вот эта вот лопаты. Это с одного началось, там есть у нас чебуречный номер 1, вот он начал делать большие чебуреки. Огромные. Их вот так, знаешь, как кушают? Вот так вот скручивают таким рулоном и их кушают как шаурму. Я еще помню, там так извращались с начинкой, с помидорами, с сыром. Не, это как бы нормально. Мне не вкусно. Так, значит, в общем, по чебурекам, в принципе, норм, да, Лейла? Что скажешь? Да, очень вкусно. Да, вкусно. Я вот съел реально 4 чебурека съел, у меня вообще нет ощущения, что у меня масло, знаешь. Бывает так, ты один чебурек съешь, у тебя масло вот тут стоит, и ты потом уже не можешь 3 дня даже запах жареного. Чувствуешь сразу?
То есть в этом плане тоже очень проработано. Ну, я рада, что вам понравилось. Фарш без зелени почему-то. Ну, вообще, по идее, должна быть зелень. Один момент, нет, здесь никто не кладет зелень, кстати. Ни в Почему? эскишехире, нету здесь классический рецепт без зелени. Единственное, что мне здесь не хватает перца черного побольше. А здесь есть перец. Мало. Я его почувствовал. Вот мне мало. Мне мало. Она, видишь, она говорит, чуть остро. Я его... Острее, чем надо? Да. Тебе хочется острее? Мне хочется. Ей хочется меньше остроты. А вот на этой чапе 3 чебуречки, про которые я говорила, и вот в одном из них делают именно так остро, как мне нравится. Вот прям надо вот харабимер чопчик. Ну, вообще, я не привык в чебуреках остроту чувствую. Здесь я ее попробовал, она мне была нормальна. То есть она мне не мешала. Но мне кажется, если больше, это уже будет прям Пикантно. заметно будет. Уже наглеть начнет перец. Уже такой, типа, я здесь. А так, в принципе, отлично. Хорошо. Подарочков. Да. Класс. Сауна. Оценишь, надеюсь. Вообще так неожиданно приятно. Спасибо. Она бакает. Сердце чебуречный. Tekrar merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar. Hoş bulduk. Kırım'dan geldi arkadaşlar. Siz yöneticisiniz galiba. Eskişehir'den olduğunuzu biliyorlar. Yani ben burada oturuyorum. Sizin çiğ börekçinizi çok methettim. YouTube'da kanalları var. İşte Kırım'a da burada da çiğ börek yapılıyor diye gösterecekler. Buyur. Hadi gel. Orijinal tat olduğunu da söyledi beyefendi. Hani Kırım'da da meşhur bu yemek yani. Sürekli yapıyorlar ve diyor ki yani ideal bir şekilde aynı yani olması gerektiği gibi. Ne fazla yağı da yok. Ellerinize sağlık bu arada. Ana bak. Спросить, почему форму? Ага. Нет? Секретный. Я столько хвалила сейчас, им сейчас еще буду претензии форме, что ли? Нет, просто почему? Şekli böyle olması gerekiyor değil mi? Şekli böyle. Hacı bahçede bir porsiyon yerde yapmayın şimdi. Ama sonra yapılacak paket olacak. Сколько минут жарится? Kaç dakika kızartılması gerekiyor? İlk anda bir dakika olur mu hemen çıkıyor. Çünkü Bir yağ dakika. çok sıcak. Aha. Onun için hemen kızın yağını çıkartıyorlar. Bir dakika. Siz Tatarca'da konuşarsınız mı? Valla Katar'ı çok bilmiyor. Ya bilmiyor. Ama anlarsınız. Ha biraz anlayın. Ama maşallah sizin her zaman müşteriniz bol oluyor. Herkes seviyor buradaki çiğ böreği. Bir de siz çok güzel yapıyorsunuz. Bazı çiğ börekçiler boş oluyor yani. Ben de gazetecilik yapıyordum burada 8 senedir. Yani bütün çiğ börekçileri neredeyse biliyorum. En çok Çapa'da var orada 4-5 tane. Onlarınki yarısı boş, yarısı dolu ama sizinki hep full. Maşallah. Allah rızkınızı arttırsın. Bu nerenin? Bir porsiyonda 4 tane oluyor değil mi? Umarım bahçe bezi. Kıymalı. Klasik kıymalı. А Klasik еще kıyma. вариант здесь? Только классический, да? Siz başka türlü neyle yapabiliyorsunuz? Peynirli yapıyoruz, kaşarlı yapıyoruz. Peynirli, beyaz Orijinal peynirli ve kaşarlı kaşar peynir, kaşkaval. O 3 çeşit olmuş oluyor. 3 çeşit oluyor. Süper. Okey. Oldu mu? О, oldu. Çok teşekkür Sağ olun. ederiz. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Ну что ж, вот такие вот чебуреки. Ну что, вот сердце чебуречное побывали. Вот такие вот столы здесь. Саунас. Чекали. Чистенько, аккуратненько. Ну что, вы сами все видели. Чисто, аккуратно, быстро. Классно. Мы геоточку поставим, кто захочет. Это район называется Бакиркой.
Бакыр. Мне, Бакыр. мне понравилось, как только мы пришли, нам сразу принесли чай, и все горячее, и только пожаренное. Просто Очень быстро принесли. Но вы сейчас сами видели, буквально за минуту он пожарил 4 чебурека. Ну, порция. Порция 4 чебурека стоит 260 лир. Насколько я понял, 260 лир это 600-780 рублей. Ну, недешево, точно недешево. Но чебуреки классные, они очень хорошо пожарены, там вообще отсутствует масло лишнее, они легкие, то есть я съел свою порцию, я даже один еще съел, 5 штук. И отлично себя чувствую, то есть нет никакой тяжести, чебуреки сделаны хорошие, прям как дома, домашние. Поэтому, ну, рекомендация 100%, хорошая. Ну, если бы это были домашние чебуреки, там было бы немножко больше фарша, чуть-чуть больше было бы. Ну, а так, супер, рекомендуем. Приезжайте, пробуйте. Так, Да, теперь Один- моя очередь. да, твоя очередь. Смотри, ты знаешь, вот меня один вопрос беспокоит. Я просто про чебуреки тебя спрошу. Может быть, ты как-то логически это понимаешь, почему так? А почему они закрываются, чебуречные? То есть вот есть тенденция, что их становится меньше в Стамбуле. У меня нет такой информации. Точно нету? У меня нет. Я даже больше скажу, вот эти чебуречные, которые на Чапе, про которые я все время говорю, одна из них самая такая, ну, большая ну, кафешка побольше, чем остальные. Это где? На Чапе, там, где мы первый раз вообще знакомились. А, это где возле воды, да? Так вот, та, которая побольше, она вообще постоянно пустует, можно сказать. Потому что она сильно глубоко там находится, ну вот в районе, в спальном. Несмотря на это, годами она стоит и не закрывается. Ну там мало народу. Мало народу, но Ну, вопрос времени, значит. в смысле? Ну смотри, вот есть перевес в сторону там те же бургерных, они там полные. Понимаешь? То есть нету такого ощущения, что... Ну это на любителя же. Ну как, на Плюс еще и тренд, как бы бургеры, это трендово. Вот. А почему? Молодежь любит бургеры. Чебуреки не Наверное, удобно есть, вкусно. Пытаются чем-то там хотя бы подсознательно быть похожими на Запад, может Подражание, быть, да? подражать, да. Но чебуреки знают все в Турции. Но мало кто знает, что это крымско-татарское блюдо. То есть здесь не говорят об этом. Не акцентируют внимание, скажем так. Ну, есть и есть, да? Есть и есть. Есть кто знает, что крымская, кто-то думает вообще, что это какая-нибудь там балтийская, балканская, да, средиземноморская еда. Кто-то утверждает вообще, что это турецкая еда, не знают как бы основу. Но крымские татары из Эскишехира, они как раз-таки и популяризировали. А вот сейчас это был как бы хозяин, да, там внизу? Скорее всего, да. Он так похож, вот, как на Да. крымского татарина Да. похож, да? Ну, и он крымский татарин, и вот этот парень тоже 100%. Ну вот, я же с ним разговаривала, он говорит, Вот и на кассе сейчас тоже. Да. Они как будто все родственники, если честно. Они даже скорее похожи всего, между так собой. и есть. Ну, это как семейный бизнес может быть. В Эскишехире тоже много этих чебуречных, но не все вкусно делают. Не все. Не все. Я в нескольких местах пробовала, в одном вообще это просто ужас был. И мясо там какое-то было, либо испортившееся, короче. Ну да. Где-то вот прямо, вот как ты говоришь, жир такой, знаешь, прям чувствовался. Ну, когда температура масла не такая, как нужно, Не успевает он впитывает нагреться, да. много. А это бывает из-за того, что когда мало мало. заказов, Нет они оборота. только в момент заказа включают, оно не успевает нагреться. Когда поток людей, он всегда горячий. Но вот, кстати, там, где мы были, на Бешикташе, там у них в казане стоял градусник, температуру контролировал. Здесь у них нет градусника. То есть, Посмотрел, да? Не было? да, не было. То есть, это, походу, уже опыт у них. Большой опыт жаркий, Может и он быть. уже знает температуру нужную. Потому что вот в этом плане очень большая проблема. Ты если его чуть перегрел масло, она чуть-чуть больше температуры, у тебя просто он сгорает, а внутри сырое. Это простое блюдо, но очень сложное на самом Это деле. еще хорошо, вот здесь вот такие люди, которые все знают, видимо, постоялые муштерелер, клиенты, что руками надо есть. На Чапе в одном из заведений там подавали вилку с Ложкой. ножом, да.
Я помню, у нас так турк один приехал в далеком 2007 году. И он такой, типа, ну, богатый, хотел там какой-то завод строить. Ему поставили такую тарелку, он взял вилку, ложку, начал шкрепсись. Ему подзатыльник дали, сказали, руками кушай, что ты здесь умничаешь? Ну они-то свои бурики тоже вилкой с ножом едят, элитные люди. Это европеизированные, да? Да, Это уже подражание, 100%. Да. А вообще есть сейчас подражание в Европе, в Турции? в Европе Ты сама, вот ты сейчас живешь, ты же в Стамбуле живешь? живу. Ты между вот этими локалами, ты чувствуешь подражание Европе? Есть Конечно, такая во тенденция? всем оно есть. Это же живой народ, а он всегда как бы перенимает у других народов что-то. Ну не все же народ так перенимают. Все, Французы держатся. мне кажется, они из европейских стран что-то перенимают себя. То есть друг у друга, да, все перенимают? И в этом, наверное, ничего такого прямо... Не, в этом ничего Плохого нету. нет. Что такое? Чичикала. А, Все, вот эти. Класс. Сразу? Да. Определилась. Да? Просто целый делёк. да ладно, что ты, обращайся. А у вас нет желания живую музыку послушать? Ты знаешь, я не сильно по этой теме. А что за музыка? Что в баре? Газманов? Не-не-не. такой. Турецкий. Смотри, девушка работает и с таким видом. Где? А, он наверху, на втором этаже. Чуть в сторонку идем? Ne zaman oluyor, o ne zaman oluyor? Yastığımız şeylere bak. 5 dakika önce sen gidiyorsun böyle. Bakın yaptın. Очень классная чебуречка. Хорошие хозяева, крымские татары. Видно, что родственный подряд там работает. Все чисто, аккуратно. Конечно, бы чуть-чуть добавил бы я фарша, потому что ложечка фарша как-то маловато. Но во всем остальном тесто, перец, все супер. Ну, зелень традиционно они не кладут. И, кстати, он пояснил, потом хозяин пояснил, что форма, да, вот скажи еще раз про форму. Да, хозяин сказал, что правильная форма это на самом деле как Наша, классическая. полумесяц, да. Но из-за того, что они уже набили руку на скорость делают, получается форма треугольная. Но хозяин прекрасно знает, какая должна быть Ну, не форма. треугольная, такая трапеция. Так ярко, так красиво, прям не могу. Так, я, соответственно, конечно же, не записал. Он меня немножко сбил. Так, значит, 880 лир получилось за 3 порции. Это 12 чебуреков, 2 чая и 1 айран. Это примерно 3000 рублей. В общем, смотрите, думайте. Но чебуреки очень вкусные. Рекомендуем, приезжайте. Вот здесь вот адрес тоже указан.